Ақшам шерифтеріңіз қайырлы болсын. Милет телеканалының сайғылы мұхлислері. Доброго вам вечера, дорогие телезрители. В эфире цикловая программа «Учфельджан Каве». И сегодня я вам представлю популярного певца, нашего крымского певца, Дилявера Усманова. Сау. Вот. Начнем нашу беседу так, вернее, выстроим так, поэтапно, да? С чего началось увлечение музыкой? Увлечение музыкой, да, началось, что у меня папа играл на мандолине и на хромке гармошке, как он назвал. Вот, и с 5 лет я тоже начал как бы эту хромку гармошку осваивать. Он строился, а я сидел на скамейке и играл эту хромку. Ну, что он играл, а это тоже на слух как бы снимал. И мама воспитывалась тоже, она, то есть мама ее умерла, моя бабушка, получается, в Крыму, а папу, ее дедушку, посадили в сталинские лагеря. И она как бы, когда с сестрой переезжала, ее на воспитание взяла как уксус, как это назвать? Сирота. Сироту, узбечка. А эта узбечка ее научила петь по-узбецки, научила готовить лепешки, самсу. Обузбечила ее, ассимилировала немножко. Да. Но она как дочь ей была уже. Да, да. И там еще на дойре, чильдерма называется, дойры научила играть. А мама играла отцу вот на этой чильдерме дойре. А отец не мог, он говорит, научи, как ты это делаешь. А он на мандолине играл. А это сложный инструмент, между прочим. Да, он не получал. А он хотел быть дареджи татарским. Вот. Вот так было интересно. И как бы я это все перед глазами видел. А она говорит, нет, я не возьму это в руки, не надо мне. А он говорит, ну ладно, ладно. Дай. А когда уже он взял в руки скрипку, в 40 лет взял скрипку в руки, вот, мне тогда уже сколько было, не знаю, лет 13-15 было. Вот. И получается, я тогда на аккордеоне уже с 13 лет пошел в музыкальную школу. Ну, соседи говорят, у тебя талантливый сын, зачем ему гармошка, отдай на аккордеон. Он говорит, аккордеон надо покупать, денег нет. И там один сосед, как бы, его сын бросил. И там одни химзаводы, ну все ферганские. ФМПЗ, ФЗХВ, ФЗАУ, это ферганский завод, например, азотных удобрений, ФЗАУ, ферганский завод химического волокна, ФЗХВ и так далее. ФНПЗ, ферганский перерабатывающий, они все с России в свое время эвакуировались, типа. Ну вот, такие были заводы, и как бы кругом хрущевки, поэтому у нас там 200, сколько-то домов было. И в основном там из татар судакские были. Кстати, вот Энвер Измайлов тоже, отец, мать судакский. Ты же с ним учился, да? Я с ним учился, да, и поступал в училище, и вместе в армию ездили на одном купе, как бы в вагоне, и так далее. Этот Рисуль Халилов, вот, конференции был, тоже сосед. Кадыр Али Эскендер в ансамбле Крым играл на сазе. Тоже. Я вот сейчас вспоминаю, интересно вообще. Мы вообще с ним с 1 Б по 10 Б учились. Там Кинжикая, Урьяне, я ее тоже близко, ее МДС. И мы, даже забора не было, жили так, как бы через забор. Угловой дом ихний, Джамбула 68, и наш Джамбула 72 от угла наш. Но это Зекереха, МДС. А у нее Седали. Это его братишка, получается. То есть вот уже с детства была атмосфера, скажем, такая творческая, музыкальная? Творческая в плане каком? Все мы учились в музыкальной школе имени Дунаевского, во вторую школу ходили. Но Энвер Измайлов не ходил, он был самоучка на гитаре. Да, вот Кинжикаева там, это я ходил, и так, и другие ходили. И Рисуль, ну Рисуль старший, он уже как бы в училище поступил в то время. Ну, вот так вот жили дружно. Вот так детство проходило. Отец тоже у меня интересный был. Очень, как музыкант. Он работал столяром, потом бригадиром, потом мебельщиком стал. Квалификацию повышал по этой части, по дереву. Краснодеревщик. Ну, вот. А мама была воспитательницей в детском саду. Она на узбекском языке закончила тогда сколько, 10 класс, и дошкольное педагогическое училище по узбекскому языку. Вот в этом Маргелане это было. Ну, вот.
Теперь перейдем к тому, вот закончил школу, да? Да. Потом решил продолжить обучение именно в музыкальном плане. Именно, да, все сказали в семье, вот это, кроме музыки, это для Веры ни на что не способен. Не годится ни на что. Не годится ни на что. И вот так вот отец повез меня. А в Ферганском музыкальном училище класса аккордеона не было. Там был класс баяна, там Протасов был такой знаменитый учитель, баянист. А там год одного баяниста брали. И то там за деньги и так далее. Или он сам год обучал его, типа частные уроки. Ну, вот так вот. А аккордеонисты валом, все крымские татары аккордеонисты. А после музыкальной школы блестяще все играют, но некуда поступать. Не было меховых, так сказать. Был только баян из меховых. И вот дирижер-хоровик только. А дирижер-хоровик, он должен дирижировать и еще играть на пианино немножко. И вот, получается, поехали мы с отцом в Ош. Там братья Микитюки были, два брата. Я помню, на Манган. На Баше сказали, надо киргизом быть. На Мангане сказали, надо год на баян переучиваться. И говорит, отец, ну все, поехали в Фергану, поступали. Куда берут на дирхор? Я там спел, сыграл, без ничего. У меня программа была для специально. Я у Фредкина 6-й год занимался, и с 73-м заканчивал 10 класс, чтобы как бы. Отец платил 30 рублей по тем временам, и классную программу я сделал. Там хороший был педагог. И вот как бы дипломат джазовых фестивалей, классик, вот такого вот стиля. Хороший. Вот Михайлов, когда к нам приезжал, я увлекся сейчас. На первый джазовый фестиваль проходил в Фергане, в этом ВАДО, окружной дом офицеров. И вот там Фредкин сыграл, дипломата взял, мой учитель. Вот поэтому я горжусь, поэтому о нем сказал. Его уже давно нет, конечно. Ну вот хорошую программу Саулсон дал. А первый учитель был Джамадин Мамедович. Хороший тоже учитель, папу знал, как по знакомству. Меня вообще хотели на баян взять. Короткие пальцы. Уговаривали отца, а он говорит, нет, я вот Джамадин Мамедович. Мы аккордеонисты, крымские татары, должны на аккордеоне играть. Сам вид, вот этот, клавиши, красота, вот это получается. А у меня растяжки нет. Растяжка должна там. Да, хотя это равнозначные инструменты. Что да, баян, да, что да. Ну, убеждали, что баян намного богаче, ну, он совершенствованный баян, конечно, богаче. Там все рядом, вот так можно играть. А здесь попробуй короткими пальцами растяжку вот эту делай, амплитуду, вот эта дуга называется, ставить. Это Фредкин мне ставил. Джамадин мне вот так на голове показывал. Тр-тр-тр. Понял? Я говорю, понял. Чубук берет, освободи руки, веточку. Потом в угол поставить, папа учит, ты лентяй на меня. Но он мой был больше воспитатель, поэтому мне нравился вот как человек. А как профессионал, конечно, Фредкин мне дал все за год, очень много. Понятно. Оба молодцы. Теперь в каких музыкальных коллективах ты работал? Ну, после музыкального училища я сразу поступил в 78-м в консерваторию уже. Там нигде я не работал. А после уже консерватории послали в Гулистан. Ну, там Джизак, Мубарек, Гулистан. Я выбрал, у меня дом в Ташкенте, отец купил, когда я в консерваторию поступил в 78-м. Ну, говорит, задал мне уже проблемы. Мы тебя хотели здесь, маменького сынка, с собой вот все время держать, чтобы ты со мной свадьбы играл. А я с ним 10 лет играл свадьбы. Свадьбы на меня последние годы шли. Ну, как перспективный. Будет сын? Конечно, будет. А это хорошая практика. Конечно, да. Ну вот. И все. И говорит, тогда мы дадим свадьбу. Отец шеф компании. А потом, когда я уже ушел, после консерватории, ташкентский состав, потом Ленинабадский, отца там уже убрали. А он говорит, я сам уже не хотел, мне надоело. Я не буду играть свадьбу. Он стал муллой. 40 рублей платил, у одного немца учился арабскому языку. Но он досконально, он в корень зреет, как Фома Прутков говорит. И изучил этот, как бы сказать, язык, письмо, как читать. И начал Коран читать, постепенно осваивать. Но до этого, конечно, он знал, это не на пустом месте было. Он, хоть и современный был человек, как говорится, было и то, и это в жизни, все повидал.
все равно он уже как бы, сколько ему было, 50 лет, он бросил свадьбу. Ну, помогли ему бросить, а потом он сам уже пришел к этому и начал заниматься, бросил пить, курить, начал заниматься Религия. религией, да. И за 2 года стал муллой. Вот такой, как сказать, настырный. Да, эта тема серьезная. Давай перейдем к следующей чашечке кофе. Вернемся опять к тому вопросу. А вот коллективы, какие коллективы были в твоем опыте музыкальном? Ну вот после как бы отработки я переехал опять к себе домой с Гулистана и поступил в Хайтарму. И вот первый коллектив был вот государственный ансамбль песни и танца, тогда он назывался, а сейчас называется вокально-хореографический. Но песни и танцы и вокально-хореографические это как бы разные вещи. А трудно было попасть в Хайтарму? Трудно. Первый раз я не попал. Меня по знакомству хотел устроить один товарищ, а я должен был за это его научить песням там, и так далее. И он пришел, устроил прослушивание, мне все сделали. Ружди Ахам такой был. Вот он привел меня в Хайтарму. И как раз вернулся в этот год Фивзи Белялов туда тоже. И полный там уже была Хайтарма. Куда мне Кто брать? был художественный руководитель тогда? Ну, Фивзи Белялов, когда отошел от Хайтармы, он работал там в Узгосконцерте. в Узгосконцерте, а руководитель Давер Бекиров был. И потом Фивзи Белялов вернулся, и меня не взяли. Но там причина, говорит, ты хорошо поешь, много знаешь, но у тебя дыхание слабое, давай еще поучись вокалу, дыханию. У меня было народное пение, а надо было вокальное пение, академическое. Академическое. Да, действительно, у меня этого не было. Потому что песни и танцы, там нужно фольклор, да, или традиционная там музыка, там можно народным петь голосом. А здесь поставлен должен быть голос, вокал, позиционное пение. Сейчас, вот я уже знаю, все это не сейчас, а уже так давно. И я начал брать частные уроки. 30 рублей платил, Валимера, братишку. Отец тогда меня послал на скрипку, он у меня занимался. Он музыкальное училище по альту закончил, в консерваторию как бы первый экзамен на 5, а второй гармонию провалил. Вот жалко, он великолепный альтист был. Эрлих у него очень сильный педагог. Вообще у нас скрипачи и дирижеры, хоровики были сильные. Там. Гармония очень сложный предмет, потому что я... Но мы не любители гармонии просто. У нас же музыка такая, как бы одноголосная, как моно. Моно, да. Вот. У нас в крови типа вот эти узоры плести, вариации, а вот гармонические... Мелизматика. Мелизматика, а вот гармонические аккорды, это уже больше западное. Да. Мы же западную музыку изучали. Мне лично было очень сложно вот с гармонией. Мне вообще. тоже, у меня вообще просто так 3 поставили мне. Я тоже по гармонии ничего не знаю. До сих пор. До сих пор. Потому что увлекся этой узорами мелизматики. Ну, да, да. Такая красота там, такая вязь, как арабская вязь идет. Да. Руны, да, называются, типа. Да. Ну вот, я больной этой темой. Поэтому здесь гармония только портит. Там если по ладам брать какие-то, первую ступень, вторую ступень, ладовую, наш лад, допустим. Другое дело, но это я тоже не знаю. Опять-таки. И ты еще работал в театре, да? Татарском. После Хайтармы, да, пришло время переезда. В 89 году открылся театр, а мы с Хайтармы уже с 87, 88, 80 и так далее. Ездили каждый год в Крым. Но первый Рустем Меметов приезжал в 87-м. На разведку. На разведку, да. А потом меня уже взяли в 88-м, уже 89 и так далее. Каждый год уже я тоже приезжал. И вот получилось, здесь был набор. А в 90-м я решился уже остаться в театре. Потому что там, ну как, Узбекистан, надо определяться уже. Или в Крыму жить. А я хотел в Ахмечете жить. В центре культуры. Ну так внушил себе. И правильно внушил. И получается, а Хайтарме обещали или Красноперекоп. Когда мы сюда приезжали, нам власти говорили, или Красноперекоп, или Феодосия, или Евпатория. Ну видите,
повезло. Самое лучшее, вот Евпатория, курортный городок. Ну, через 5 лет только пришло. А так Красноперекоп они могли и раньше приехать. Получается так вот. А мой братишка с женой, они работали оба первые скрипачи в Хайтарме. А я приехал в театр на работу первый год актером, а потом уже потом уже стройка, я ушел с театра, строился, а потом уже через несколько лет пришел контрабасистом по диплому. На что учился, на то и... На том и играл, да. На том и играл, да. В оркестре играл. Да. И как ты пришел к народному пению? С детства пришел к народному. Как отец скрипку в руки взял, даишь, говорит, ты будешь трубой играть. Он такой был командир по жизни, организатор. Второму даишки, ну, мамины братья. Они шутники, хорошие люди, не пьют, не курят. Он говорит, вы вообще это... Пештмал одевает, сами тесто любители готовят. Сделали токарный такой чебуречник, где поменьше вот это тесто идет. Там Протягивается. Протягивается. Где побольше пельменей. Короче, отец их за это критиковал. Это женское дело. Ну вот я пошел по маминым. Типа, я тоже любитель готовить, вот эти вещи, все. А отец чисто мужской. Вот братишка, он получился чисто мужского такого плана. И вот в этом плане, получается, с детства вот эти даишка один трубу взял, другой кларнет, а самый старший даишка, даи, у него, он на дауле играл еще, просто для себя, любительски. А отец взял скрипку. А я на аккордеоне учился тогда, в 3 классе. Это уже 14 или 15 лет мне было. И вот начали заниматься, тот на трубе не может даишка, этот на кларнете пипить. Ну, правильно? Он сказал, идите в музыкальную школу. Какой, говорит, нам уже по 4 детей. Это, они бросили, короче. Один кларнет продал, другой трубу продал. Говорит. Они потом поняли. Они думали, что это взять и можно петь. Да, да, и сразу. А они работали МУ-2 тогда, монтажное управление. Наверху ходили эти монтажники. И этот учитель один, просто знакомый, он пошел трубачу. Тот сказал, возьми муштук от трубы, без трубы. И ходи, дуй, пу-пу, показал ему. Он ходит, дует там, говорит, наверху, а там малярши, говорит, красят. Ну, хватит, дурачок, сколько можно это пу-пу-пу, сколько тебе? И так смешил меня нас этот. Ну, в гости мы раньше очень много ходили друг к другу в гости. И бабушка говорит, я хочу на педаинг видеть сегодня. Иди, скажи. Я на велосипед сажусь, там возле канала, метров 200-300. Зову на педаиш, бүгін бізге мұсафир. А о чем будем говорить? Чепчелер, там, тауклар и так далее, о хозяйстве. Так. Ну, так я рос, в общем. И меня сажали в самый центр даишки. И говорю, а ну, смейся, у тебя такой заводной снег. Ну, такой, как это сказать? Заливистый. Заливистый и какой-то чистый, без ничего, вот в душе ничего не... Да, вот так. И они умилялись над этим. И со мной играли в шашки. Они хорошие шашкисты были. Раньше же в чайхане, если вы помните, узбеки играли в шашки, шах. Вот они в чайханах играли. Вот я поэтому стал шашки хорошо играть за счет вот них с детства. И там в лагере тоже всех выиграл. Абсолютно чемпион лагеря по шашкам в свое время. И все же... все же, опять к вопросу, да? Да, опять я получился с детства, с первых же дней, 15 лет, я сейчас помню, мы начали с отцом собирать у соседей судакские песни. Мы знали, отец знал ногайский, я вообще ничего не знал. Он мне это пел, показывал, рассказывал, я подбирал. А уже когда уже вечера начали играть у судакских, там, ну, там просто мусафр или Новый год, там, потом уже 1 мая, или просто в гости позвали. Пришли, начали музицировать. Они говорят, а вот это вот так поется, это так. И начал отец потом мне говорит, давай пиши, я неграмотный. Я сижу, пишу слова, подбираю музыку, сидим, они пьют, кушают. Ну вот так вот я получился первый, я узнавал это все, пробовал, а потом уже отцу учил, показывал, уже я его учитель стал. Все же вот в крымской культуре музыкальной ногайский след, даже не след, а пласт. Это очень большая
музыкальная культура, я считаю. Ну, конечно, наш же этнос формировался, если уже брать как этнос формировался. Я не говорю уже там тавры пещерные там, и прочие там племена, которые проживали в Крыме, древние херсонесы. А вот этнос крымско-татарский, вот здесь в Крыму, формировался из кыпчакской ветки больше, 60-70%. Вот в тюркском стволе, если брать. И 30-40% где-то вот огузской ветки. Но это два разных диалекта. Разные, да. Вот. Вот. И вот мы тюрки, получается, поэтому у нас двойной этнос. Поэтому пласт вот этот вот степной, кыпчакский называют, не ногайский, а кыпчакский, он, и герайханы здесь правили, они тоже были, как бы сказать, кыпчаками. Да. И в этом плане, получается, здесь 60-70% больше было кыпчаков, чем огузов. И поэтому больше пласт осталось, вот тот степной. Но сохранилось все равно, мне кажется, больше вот бахчисарайского и алабойского. А ногайские сохранились, они такие веселые только песни. Про лошадей там, в основном, про степи. Вот. А вот насчет быта, жизни, все, это там больше все равно огузы. Вот я собирал это, изучал, и как бы живой носитель, как мне говорят, все это наизусть я знаю. И как бы сразу пою, рассказываю и так далее. Вот в этом плане анализ я сделал, получается вот так вот. Если по антологии взять. Вот здесь к месту вспомнить твои поездки в Турцию, как из тебя буквально выкачивали вот, народные песни. Вот, да, вот это дефицит кыпчакских песен там было. Там огуз, а у нас же культура близкая, при Османской империи здесь как бы Крымское ханство было, а посылали они крымских ханов оттуда сюда. И вот в этом плане, конечно, у нас много таких близких песен, даже одни и те же названия, аналогичных там. Ну, все сходится очень много в этом плане. Именно с турками. Не тюркский, а турецкий. Да. И рядом, через море, как бы, живем. Тесная была, как бы, ну, вот эта связь. И в этом плане, что я хотел сказать еще? Вот в Ханском дворце, например, играли профессиональные турецкие тогда эти. Инде Састакама. Инде Састакама назывался, да. САС это оркестр, а Инде Састак это возвышенный, тонкий ансамбль струнных народных инструментов. И тюркская музыка за 100 лет уже появилась, да, западноевропейской, на что мы учились все. Вот в этом плане там тон, полутон, хроматизм. Все, ХТК, хорошо темперированный клавир, который Бах сделал. А это мало нам, там комы еще должны быть, 1/4 тонна еще должна быть. А мы все западники, западноевропейская у нас школа. А я бы хотел смешать это, ну когда это будет, во сне наяву, получается. Понятно. Я думаю, что самое время нам, во-первых, обновить наши фильджаны и послушать одну из твоих песен. Saldım da çok ay, kara keratım yegerine pay. Saldım da çok ay, ormeli kamçım dört bükle pay. Aldım da kolay, ormeli kamçım dört bükle pay. Aldım da kolay.
тебен орғай қолайман артқа еш қайтмамай қалсам да зорғай қолайман артқа қайта алмамай қалсам да зорғай бара алмадым қайырламай жиынға тойға бара алмадым қайырламай жиынға тойға Selam ayt benden ahanayım Uruğa soygay Selam ayt benden ahanayım Uruğa soygay Duacın olsun car cavkay Urular soylaray Duacın olsun car cavkay Urular soylaray Olmay kaytsan etermiz ay Bozaydın toy yaray Olmay kaytsan etermiz ay Bozaydın toy yaray И мы продолжаем нашу беседу. Каким тебе видится будущее музыкальной культуры крымских татар? Потому что, как ты уже сказал, очень много напластований, да? Да. Много чужеродной, может быть, даже музыки, да? Конечно. Вот. И каким видится в будущее его? Как она будет развиваться, музыка? Ну, каким видится, я не знаю, но я бы хотел видеть ее, конечно, без этих пластов, потому что это происходит на сегодняшний день мутирование, мутация. Это когда на голове шляпа, здесь, допустим, такая крестьянская рубашка без воротника и штаны-шаровары. Это не пойдет. Вот это называется мутирование. Я бы хотел каждую народную музыку, а они и есть, возьмите любых тюрков. Я уже не беру европейцев. Мы по тюркам разговариваем. Мы тюрки, да? Выходцы из Турана. Вот в этом плане любого взять государство тюркоязычное, там все правильно. А вот именно единственный народ крымско-татарский, который всю эту культуру вобрал, и другие еще культуры рядом, допустим, молдаван, армян, это уже не тюрки же, к примеру. Я не говорю о религии сейчас, я говорю просто о нации. Ты имеешь в виду балканскую сторону? Балканскую сторону, да, ну там и тюрки есть, и так далее. А в этом плане мы их вот мешаем. И в инструментальной музыке мешаем, и как бы пытаемся сочинить авторские песни, тоже мешаем. А от чего это идет? От незнания. Значит, на первом месте должны быть знания практические фольклора и обоснование еще теории. Хотя бы немножко. Если взять любую, допустим, народную песню или же народную музыку, она состоит в первую очередь из
лада. Вот музыка и ритм, да? На первом месте идет музыки, это лад. После идет уже, допустим, ритм, ритмическая структура. Ритмический рисунок. Да. Рисунок. А дальше идет уже штрихи к этим, как бы сказать, двойные трели у армян, допустим, марденты у болгар, форшлаги у крымских татар. Смешать их можно правильно, когда уже знаешь, что... Но на первом месте лад. Если ты лад исказил, это все, это уже сразу теряется музыка. Вот это основа основ. И я не беру основу основ, это, как бы сказать, музыка, мир музыки из чего состоит? Из музыки, из мелодии и ритма. Я это не беру. Я беру в народной музыке, первое в музыке лад, второй ритм, ритмический рисунок, третье штрихи, четвертое музыкальные инструменты народные. Вот хотя бы на этой базе я уже другие слагаемые не буду говорить. Хотя бы вот эти слагаемые уже сразу они покажут весь колорит. Все. А дальше, конечно, там уже тонкости я не буду убираться. В процессе творчества там уже открываются другие возможности. Как ты относишься к современной музыке? Ну, скажем, то, что сегодня звучит. Ну, я понял, да. В современной музыке, конечно, у нас вообще это очень слабо развито. Я не скажу не развито, слабо развито. Потому что мир большой, разнообразный, и уже, как бы сказать, утвердились вот эти вот музыки, в первую очередь классика, джазовая музыка, популярная там попсовая музыка. Хотя бы в этих направлениях, роковая музыка тоже, как бы, для любителей в основном там, как бы, исполнителей. А вот профессионалы в этих направлениях обязательно, но на базе фольклора. Вот тогда это будет ближе к крымско-татарской музыке. Не так, чтобы взяли там негритянский фольклор и на этой базе татарские слова добавили, вот как сейчас авторские песни пишут, берут Зачастую, армянскую да. музыку, полностью копируют и татарские слова. И говорят, вот это я эту песню написал. Да. Это же не дело. Ты написал слова, и то крестьянские, там, неотесанные. Это называется лабухи. Вот, я их не хочу уничижать, но нельзя делать такие вещи. Некоторые композиторы даже такими вещами занимаются. Это безответственность тоже. Вот отсюда идет вот наша вот это вот... Мало того, это даже вредительство, скажем так, да. Конечно. Степени, да. Вот здесь же должно быть немножко, ты же впереди идешь, на тебя равняется. Если я сейчас скажу, вот, ты плохой, и будучи популярным, люди-то верят этому. Или же, как моя жена говорит, ты специально поднимаешь, говорит, ученика, и он тебе верит, а потом говорит, да, я тоже, как вы, для Верага уже пою. А он верит, потому что, говорит, то, что не говорит сразу, говорит, что ты хороший. Типа вот эта грань, это психологическая, надо это все, как бы сказать, и сознательно, в первую очередь сознание и ответственность надо иметь, чтобы делать что-то. Да. Ну, я имел в виду вот этот на базе фольк-джаз, фольк-попса, там, фольк-рок. И у нас есть эти направления, но пока не развиты. Не развито. Да, некому писать, может быть. Когда ты получил заслуженного артиста? Ну, не помню. Это при Украине было. Так, я в ансамбле «Крым» уже работал, по-моему. Даже не помню. Как-то это мне неинтересно было. Потому что в свое время не дали, когда было интересно. А когда уже в конце кинули, как всем, это уже неинтересно. Поэтому, когда дают сначала детям в перспективе, надеясь на них, а нас, не всех, как бы, с выбором обижают. И получается, потом мы не смотрим на эти вещи. Мы же тонкие люди, мы переживаем. Поэтому, получается, видите, даже год не запомнил. Понятно. Сейчас ты где поешь? В каком Сейчас в ансамбле «Крым». У нас, я считаю, очень хорошие в этом плане певцы. В последнее время музыкантов взяли вот хороших, перспективных. Ну, уже старые кадры они в плане опыта. Они молодые. Ну, сейчас нормально все. Гастролей много, часто? Да. Ну, если по словам судить художественного руководителя, как Урис Эльвира, филармонии, говорят, мы как бы первые сейчас. Ну, может быть, всем так говорят. И Хайтарме так они, чтобы нас как бы немножко вдохновить. Воодушевить, да. На подвиги, да. Да, я не скажу, что мы первые, но скажу, что у нас находятся кадры, которые действительно преданы, любят
свое искусство. А это самое главное. И образование, второе, немаловажное значение имеет, так сказать, основа. А первое, конечно, это любовь к своему, как бы сказать, языку, своей музыке. К своей культуре, да. Да, и ни одного я не могу взять левого. Нет у нас левых в этом плане. Понятно. Как встречает зритель ансамбль? О, встречает сильно. Даже иногда стоя, если Асия поет «Яшар», хотя я считаю, что это как бы не для ее голоса, а у нее очень красивый татлы такой сест, просто любуешься и, как бы сказать, ну, так поет очень. А здесь «Яша», «на-на», вот это вот, она, значит, выдает, раз народ воспринимает. Вот, казалось бы, не ее песня, а получилось, значит, исполнитель работает. Есть ли желание записать диск? Да, всю жизнь у меня это желание есть. И записывал я, и спонсоры находились, сами приходили, говорят, давай. Но только в одностороннем порядке. У меня был спонсор один, Зекирия Халитов. Вот он говорил, только ногайский пиши и ногайский пласт поднимай. Что-то мы стали это слабые. У нас же так, ревность на первом месте, зависит. В этом плане, если больше дом, а рядом участок тоже должен дать твой уровень, и стимул как бы идет Ну да. в этом смысле. И в этом смысле как бы пошел стимул ногайский пласт, он меня выбрал, говорит, вот сколько надо, я даю, ты пиши. Он давал, я писал. И 4 диска вот так я записал, и даже книгу выпустил, ногайскую, ну, северную. Но сейчас вторую книгу я хочу дополнить. Я еще туда вписал частушки. Чинглар называется. Чанглар, да. Да, это песни крымских степей, народные песни. И плюс еще частушки, чины добавил. Ну вот набор нотный есть. Теперь надо словесный набор набрать, а потом издательство. Понятно. Вот ты сказал, что в основном ногайские песни, они веселые. Но вот, там свой лад, своя манера исполнения да, есть, да, да. понимаете? Например, я вспомнил сейчас «Ай, орайман, орайман, чөлде биткен корайман». Она не веселая вещь, скажем. Ну, широкая, Широкая, про степи, да. Понятно, Да, да, да. понятно. Заграничные поездки. Ну, загранично очень много было поездок, конечно. С 90 до 2003, по-моему. И потом в ансамбль Крым пошел. И вот и с театром мы ездили очень много. Ну, в основном в Турцию. Зарубежный Турция только. И с ансамблем Крым еще чаще ездил в Турцию. Даже уже паспорт у меня весь, как бы сказать, в штампах был. штампах. Пришлось заменить. Пришлось заменить, да. Каждую неделю там, то у нас Хадарлес, у них Тепречи начинается, майские, вот эти в мае, в конце апреля, в мае, вот эти весенние праздники. Как это? Ну, народные гуляния. Ну да. А вот чем отличается, скажем, турецкий зритель, слушатель от нашего крымского? Ну, турецкий зритель там у нас в основном, нас же приглашала не Турция, а диаспора, но на государственном уровне. И центр был этот Анкара, столица, да, и там началось все с Ихсана Караблы. Ихсанбей такой Караблы, он был в свое время министром культуры, а он бывший выходец из Крыма. Вот он начал как это, и пошло вот это все, поехало. Авангард, наши права защищали, поэтому они все деньги как бы и собой лично привозили, давали, и через государственные как бы структуры тоже это передавалось и так далее. Это я уже не знаю, зачем я буду туда лезть. А мы как бы в Турцию ездили как это, как на фестиваль, так и на гуляние, так и что-то еще. На праздники какие-то? На праздники, да, не гуляние, а мы работали, люди там. И в основном, и за счет этих поездок там образовали дернеки. Дернек – это типа диаспора бывших выходцев из Крыма. Ну, их прадеды, там еще, я даже, мне рассказывали, с 1850 года еще. И там много, конечно, разговаривали, слушали и все такое. И вот там, поэтому, как бы сказать, с Турцией были крепкие связи. Ну, надеюсь, сейчас начнутся тоже связи. У каждого мастера есть последователи. Вот есть ли у тебя, скажем, последователи, ученики,
кто бы перенимал твой опыт пения, именно нагайский опыт пения? Ну, нагайский опыт пения, вот этот Исамидинов был Арсен, его отец был трубач. Они гулистанские, чуть дальше. И его отец мне рассказывал, я-то не знал, на Татласес мне его дали. И он говорит, для Верага я все ваши вот эти диски, которые выпустил, мы, говорит, слушали, я слушал, и говорит, вот учись, вот это самый лучший как бы вариант, только здесь. И он все, и отец перенял, и он годами. И мне не надо было учить, я только «а» сказал, он уже запел, я говорю, и откуда ты знаешь? А он говорит, а я ваши эти, мне папа сказал, изучай эти диски. А у меня 4 диска, и там около, в каждом диске, если по 15 вещей, там получается очень много, 60 и так далее. Вот и все, первое место сразу взял, потому что отец ему внушил, как отец мне внушил в свое время, заниматься татарской музыкой, я влюбился, и понесло меня. И меня уже назвали одержимым. Это уже немножко в хорошем смысле, я говорю, фанатик, да. Не поймите превратно. Не поймите превратно, да. Вот так. Хорошо. Хорошо. И наравне с пением музыкальные инструменты все-таки не оставляешь? Ну, аккордеон у меня родной инструмент, а вообще я люблю скрипку, конечно. Я учился, потому что 4, 5, 9 лет со скрипачами. Скрипка, альт, виолончель, контрабас. Вот этот квартет. И в оркестре работал. Больше я все же слушал этот квартет, скрип, струнный оркестр. Кстати, вот меня интересует такой вопрос. Скрипач, легко ли скрипачу переквалифицироваться в альтиста? Почему я говорю? Потому что альт звучит ниже, Да, по-моему, на тон, да? Тон я уже не знаю. Скрипку я знаю, а вот контрабас знаю. Контрабас наоборот, скрипка наоборот. Да. А между ними что? Я уже могу, надо думать. Вот. В этом смысле я не знаю. Ну, конечно, альт уже, как бы сказать, такой грудной, у него больше голос. Теноровый ключ там идет уже. Да, Вот да, и ключ другой. Виолончели тоже теноровый и басовый идет. А на контрабасе басовый, но редко теноровый. А здесь только скрипичный, у скрипки идет. И почему скрипка нравится, и она играет наши мелодии, потому что лучше, чем хроматические вот эти тоны, полутоны мы играем на аккордеоне, там клавиш, а там нет уже тонов, она же без, вот на гитаре даже без есть, ладов, да. Да, без ладов, и там можно все это делать. Тюрки вообще играют комами на скрипке. А, конечно, уже народные инструменты у них, как саз, там, сантыр, баглама и другие, они специально настроены уже на комы. Вот это наш корень. Но я бы хотел их связывать, как до этого сказал, связать западное, потому что и здесь корень, и здесь очень много. Вокальное пение мне очень нравится, академическое. Италия, Флоренция, опера и так далее, что вышло. Конечно, это очень богатство сильнейшее, западное, о чем говорить там. Да, я думаю, что у любого народа культура сильна, высока, и если, конечно, о ней заботиться. Вкладывать деньги надо, и все будет нормально. В этом, в Мади тарафын айттыңыз, doğru айтасыз. Но она заботится, народ, мы играем свадьбы, нас приглашают, вот сау болсынlar. Если бы не народ, не люди простые. Вот, как ты уже сказал, что наша этническая музыка состояла из 2 веток, это значит агузская и кипчакская. Да. Можешь ли ты сейчас, вот буквально, вот, не сходя с места, привести пример, этот и тот? Ну, Вокально, конечно. вокально. Ну, конечно. Ну, в литературе, допустим, у нас как? Идет Ортайолак, это середина, Бахчисарайский, от Керчи до Севастополя, да? Керчь, там, Феодосия, это Белогорск, Бахчисарай. Ялобой – это южный берег, там Ялта, Алушта, район, вот эти. И степная зона – это север, получается, там степь, да. степь, Красноперекоп и туда далее. Ну вот, отличие там и в диалекте, и в ладах, и в манере пения даже, и в мелизматике. Примеры. Примеры. Вот, допустим, степному ладу идет
такая простота, широта и как бы вот этот горловой штрих не частый, а такой широкий идет. Например, «Орның жолы отаймас, отайса да малы тоймас, жыламада тотай қыз жылама, біз қавушмай жаны тоймас». Широта, открытость, ну открыто, везде открытость, но ялобойских закрыто тоже поется. Например, уже вот другой диалект, другая зона. Евлерим, евлерим. Горло, видите, часто идет. Yüksek evleri çıkıp yükseklere. Язык мягкий. Garip gönlüm egleri çıkıp da yükseklere, garip gönlüm eglerim. И вот этого нету широты. То есть согласно территории и согласно, как бы сказать, этносу, культура. И надо вот как бы совершенствовать эти манеры. Нет, самое главное сохранить. Сохранить, а дальше тоже да. надо это все совершенствовать. В одном нельзя же петь направлении все это. Вот. А это наши краски, наше богатство. По регионам нас возили. Этот регион так, тот регион так. И музыка интересная очень. Вот. А потом эту аналогию к нам, и наша музыка тоже будет богаче. Но это надо вкладывать, организовать, собрать, и все. А мы как-то все, каждый в своем огороде разнесся. И уже постарели. А как ты думаешь, не вредно ли влияние вот, балканской музыки для развития? Ну, балканская музыка, она больше свадебная, а коммерческая музыка, она не вредно. Пусть увлекаются. Это, наоборот, богатство, я считаю. Другое дело, это уже в нашем искусстве записывать, допустим, или со сцены это уже делать. Нет. Это чисто свадебная музыка, в этом коммерческая. На любителя. Я имел в виду, да, нашу профессиональную музыку, фольклор, вот, который запись делается на сцене, мутировать ее нельзя. А это делается у нас. Вот о чем речь идет. Надо чисто играть наш лад, наш ритмический рисунок, наш инструмент народный, наши штрихи. Вот. И так далее. Там. Сохранять и приумножать. Конечно. Понятно. Вот о чем. Чтобы знали об этом и распространяли друг другу и придерживались этого. Вот тогда уже не будет хотя бы вот этого, когда будет вот этому закону подчиняться. А это закон для всех народных, как бы, народов. Один закон музыкальный. Это лад, вот, музыки и в ритме это лад, ритмический рисунок, штрихи, инструменты. И дальше уже идут другие слова. На том стоит музыка, да. Большое Народная, спасибо. народная да, музыка. да, народная. Спасибо за интересную беседу, за то, что вот зрители, я думаю, очень многое познали для себя полезного. Да, это вот эти простые вещи. музыкальные пласты крымские, это и нугайский, и ялобойский, да. Историю очень интересно мы поднесли, музыкальную историю. Я думаю, что наша передача была очень полезной для наших телезрителей. Большое тебе спасибо. Я желаю тебе успехов. Тебе и вашему коллективу всему. Вот. И мне остается только добавить, что у нас сегодня в гостях был заслуженный артист Республики Крым Дилявер Османов. Большое тебе спасибо. До свидания, до новых встреч.